Какие красные линии? Да, я вообще дальтоник, вот справка. Потому что самое безопасное, что можно сейчас сделать в белорусском кино, в нем не участвовать. А если еще дать право директору киностудии выстрелить в коленку, если кто-то вдруг будет недоволен, то желающих снимать станет еще больше. Кино будет прям выходить одно за другим, и зрители будут валить в кинозалы. У нас уже куча уголовников не туда лайкнувших, сейчас еще, значит, не вовремя скосивших, да. Вітаю, сябры, меня зовут Наста Роуда, вы на канале ТОК, і гэта нядзельны аналітычны выпуск з эканамічнай глядальніцы, а таксама галоўнай рэдактаркай плана Б Воля Лойка. Воль, вітаю. Привет. Ну што, Лукашенко прыехаў на Беларусьфільм і ўчыніў там разбор палётаў. Дасталася ўсім пагалоўна. Кіна ў Беларусі няма, кіно, калі ёсць, то не тое, што трэба, ніхто яго не глядзіць, нікому яно не падабаецца. Круты сказаў, што самаакупляльнасць увогуле на ўзроўні 3%, ну, прынамсі, так яго зразумелі, што гаворка менавіта пра самаакупляльнасць, што, канешне, выклікала шок ва ўсіх. Ну, маўляў, як можна настолькі кепска працаваць. Вось. Ну і Пяткевіч таксама так з панікшай галавой казала пра тое, што ну, прыйдзецца ім дапамагаць, напэўна, бо самі па сабе яны наўрад ці выкарскуюцца з гэтай яміны. Да, от расстрелов спасло только то, что это все свеженазначенные люди, и было бы странно прямо сразу учинять над ними расправу, над несоответствием, так сказать, требованиями. Хотя на самом деле требования Лукашенко к белорусскому кино лично от меня вот за этот вот прям гигантский спич, они как-то скрывались. Потому что речь шла о том, что это должно быть динамично, это должно быть современно, я так вижу. Так претензия какая? Низкая самоокупаемость все-таки. Ну, тогда есть соответствующие механизмы. О них говорил и Крутой, и Пяткевич, и остальные сотрудники. Снять с баланса лишнее, сдавать в аренду что-то, снимать самим. Снимать будет Эйсмонт, свои мега-шоу. Снимать, возможно, будут россияне, которые долгое время сериалы активно снимали в Беларуси, но последнее время, я так понимаю, из-за финансовых вопросов они переместились в Россию, подальше от Москвы, поближе к природе, да, к земле, потому что в Беларуси просто было достаточно дорого. Речь шла, это, по-моему, еще предыдущий руководитель Беларусьфильма или за один доп, потому что там команды так меняются, примерно с одним и тем же нарративом, говорил, что нужны определенные льготы, чтобы было выгодно снимать в Беларуси. А пока россиянам в Беларуси снимать невыгодно. Мы хотим этого или мы хотим то кино, которое понравится Лукашенко. Ну, с этим, наверное, проще всего получить кино, которое нравится Лукашенко, очень просто, только кто-то, похожий на Лукашенко, должен за него заплатить. Ну, это логично. Если ты хочешь фильм, если идеологию государства вы отражающую, значит, платит за это бюджет государства. Если какую-то другую, какие-то личные амбиции, хотелки, значит, наверное, из каких-то личных фондов. Але глядзі, просто насамрэч, калі паглядзець на ўсё апошняе буйное, што яны здымалі, гэта ўсё здымаецца для аднаго чалавека. Вось я просто зачытаю зараз назвы гэтых фільмаў, там ўсё адразу ясна. Ідэалагічная стужка, культурны код. Я паглядзела, значыць, тизер пра дзяржаўныя беларускія сімвалы, так, афіцыйныя, чырвона-зялёныя. Ну, у нас па НТ-БТ кожны вечар гэта паказваюць. Каго вы хочаце гэтым здзівіць? Ну, абсалютнае марнатраўства. Прапагандысцкі баявік для расіян пра вайну ва ўкраіне сваіх не кідаем. Ну, тут як бы вельмі шмат пытанняў, так? У беларусы явна не падтрымліваюць то, што адбываецца зараз ва ўкраіне. Зноў жа, незразумела для каго? Для Лукашэнкі, для Пуціна? Для каго вы гэта робіце? Фільм пра прапагандыста «Птушка Фенікс» Алексея Талая. Ну, хто па сваёй волі пойдзе глядзець фільм пра Алексея Талая, яшчэ грошы ў кінатэатр заплаціць. І фільм «На іншым беразе» пра жыццё заходняй Беларусі ў складзе Польшчы. Ну, сур'ёзна, ну дзе хоць штосьці жывое сярод таго, што яны здымаюць? Так это тыпу найбуйнейшыя нейкія там прэм'ерныя паказы, якімі яны ганарацца. «Озарёнок» и «Озарёнок 2», да, про папу и про династию Озарёнков, да. Сериал не сериал, но вот в двух частях, да. Эти вопросы есть, да, при этом мы помним премьеры, которые не вышли, вроде «Купалы», которые были сняты, которые были госзаказом, но оказались не совсем уместные. Да? Это проблема кинопроизводства, когда ты начинаешь в оттепель, а заканчиваешь
да, как там это в футболе, да, начали против ветра, зато закончим по течению, да, не получилось, потому что все поменялось, и Петришенко, который за полгода до этого хоронил Калиновского под БЧБ флагом, в толпе людей под БЧБ флагом, выглядел на тот момент норм, а через год за него стало боязно, да, как бы его за это не расстреляли. Ізноў жа Купала адносна нейтральная постаць для беларускай гісторыі, таму што гэта не Каліноўскі, так, ясна, што Каліноўскага прапаганда б ніколі не ўхваліла як кагосьці, пра каго можна кіно здымаць за дзяржаўныя грошы. Але Купала, але зноў жа цяпер жа Купала быў рэдактарам цяперашняга экстрэмісцкага фармавання, як бы зноў жа ўжо ўсё, што не вазьмі, ўсё жывое, што ёсць у беларускай гісторыі, ўсё пынецца пад забаронай, таму што і пра гэта нельга, і тут нельга гэта згадваць, і гэта супраць ідэалагічнай лініі. Вось просто што не возьми. Да, и при этом Лукашенко, он сам лично не дорабатывает, да, вот он ссылается на то, что у нас вот диктатура, да, косплеит того же Сталина, а получается-то плохо. Сталин лично вносил правки, правил характера, говорил, допустим, что мы там со шпионами боремся, сюда добавить подозрительность в это место, да. Ну, слава богу, Лукашенко над Купала издеваться не стал, и, в общем, кино на полке лежит. Но если вы настолько опасаетесь вот этих сложных тем, сложных молодежных тем, потому что мы помним уже довольно давнюю историю с Курейчиком и с «Выше неба», хотя, казалось бы, Курейчик, который сделал кучу коммерчески очень успешных проектов для российского кино, в общем-то, наверное, с Беларусьфильмом у них могла получиться вполне коллаборация. Но тема оказалась сомнительная, белорусскую молодежь власти видят несколько не так, и, в общем, этот проект проооновский, он закончился скандалом еще одним. Вот скандалы у нашего Беларусьфильма получаются довольно неплохо. Но если не получается у нас с крупными форматами, да, не получается у нас с Купалой, не получается с остро-социальными, ну, давайте пробовать себя в других жанрах, да, там есть комедия, есть романтическая мелодрама. Я вот прямо на ходу вижу сюжет, там же речь идет о чем, что фильмы должны продаваться на Запад, потому что прокат внутри страны ничего не окупает. Хорошо, 20-й год, фоном романтическая мелодрама будет у нас. Главный герой будет солидный, положительный, без большого энтузиазма, женатый, член Совета Республики. У него будет подруга, знакомая, соседка, молодая, не айтишник. Айтишник, он не требует очевидной отеческой заботы, а врач. Пусть будет доктор. Прекрасная гуманная профессия. Тревожный 20-й год. Все фоном. Все фоном. Где-то кто-то ходит, волнуется, возвращается или не возвращается из каких-то походов по городу, выключает телефон, не выходит на связь, отношения все менее напоминающие соседские, отеческие, тревожные такие романтические отношения, да, а потом начинаются репрессии, давление, и по каким-то причинам, значит, наш благообразный семьянин пытается спасти свою симпатию и лично, значит, сажает ее на автобус, к примеру, Москва-Владикавказ с последующим выездом. Куда? В Грузию. Пусть едет в Грузию. Да. Она останется на Западе, выйдет замуж за айтишника без большого энтузиазма. Оба будут вспоминать с легкой тоской, ну, поскольку оба они, он не стар, а она вообще молода, наверняка они еще увидятся. Это будет другое кино. Все будет фоном. Про любовь, про отношения, про тревогу, про что-то смутное происходящее. Пусть это не будет напрямую связано с протестами, да? Вот, посмотрят беглые, посмотрят, значит, внутри страны, члены Совета Республики посмотрят особенно бдительно, кто это из наших начудил. Члены Совета Республики, это взято совершенно случайно, ничего такого наверняка не было, хотя могло быть. Пусть это будет общая тревога, да, на фоне каких-то общественно-политических событий. Мы не будем давать им оценку. Наверняка бы Лукашенко это не понравилось, да. Но история есть. Есть куча молодых врачей, айтишников, библиотекарей, учителей, уехавших из страны, да. Есть куча людей постарше, оставшихся внутри страны, переживающих там за своих детей, племянников, соседей, детей, друзей, своих девушек, будущих, нынешних, молодых людей и так далее. Это есть. Да? Пусть, вот, ну, пусть это будет такое нервное, тревожное, не политическое. Ну, чтобы хотя бы людям дать закончить производство и выпустить в прокат. Для Запада это тоже будет попытка осмысления 20-й год, это популярно, модно и так далее. Да? Мы не будем говорить прямо о репрессиях, но мы будем говорить о том, что это в воздухе висело. Ну, все помнят 20-й год.
Не было этого спокойной уверенности нынешней, которую пытаются нам из телевизора впихнуть. Даже телевизор заметно волновался. Поэтому, конечно, для этого нужны режиссеры, для этого нужны, не те, которые будут снимать фильм классный, который выйдет в сентябре в прокат, про становление молодой учительницы, значит, где-то в агрогородке. Кирилл Халецкі яго здымае, Да. ён быў на гэтай сустрэчы. Адзін Да. чалавек там з барадой, што абсолютно нетыпова для ўсіх гэтых сустрэч з Лукашенком, і Это малады. единственная вольность, которую, судя по всему, можно было себе позволить. Да. Але за што я зачапілася, калі чытала пра вось гэты праект з класнай, што праект курыруецца Міністэрствам адукацыі Беларусі. То бок я думаю, окей, вы нават пра школы не можаце зняць без вось гэтай ідэалогіі, так, без прыцягнення чыноўнікаў для вырашэння пытанняў, якім павінен быць фільм, так? Я просто думаю про тое, што, господи, включите Netflix, паглядзіце, да? Sex Education, да? Топовый сериал про школу. Но я не могу уявіць, Его што... еще не включили в тот экстремистский список? Уже павінны былі, Пора, так? пора. Але вось гэта трэба людзям. Вось гэты серыял глядзіць увесь свет, так? Вы можете уявіць, што Міністэрства адукацыі ухваліць штосьці накшталт таго. Вось я не магу уявіць, што які-небудзь такі сцэнар мог бы быць зацверджаны у Беларуси. Не только сегодня, а в ближайшие, не знаю, годов 10. Нет, это будет фильм о том, как юная, идеологически абсолютно правильная учительница становится немолодой, идеологически еще более правильной учительницей. Все, это весь конфликт, который может себе позволить белорусская власть сейчас. Ребят, ей-богу, снимайте комедии, снимайте эротику легкую, потому что не получается у вас. Нет конфликта в этом кино. Нет, не получается. А проблема, да, они вот говорят все там с Советским Союзом, но Советский Союз жил в условиях железного занавеса. С одной стороны, не было оттока людей, с другой стороны, не было притока кинопродукции. Вот сиди и смотри, что тебе показывают в этом телевизоре и в этом кинотеатре, да? А здесь ты можешь сколько угодно пытаться рассказывать, да, и сам Лукашенко не смешно иронизировал о том, что белорусские режиссеры у нас такие еще есть, а они же все куда-то у нас исчезают, да, куда-то, заметьте. Назвал его выкопнем, редким выкопнем. Да, просто еще не успел, не сориентировался, да. Кто снимает, извините, в России, кто снимает в других местах, но только не в Беларуси. Але я, по шчырасці, я б нават ад 20-го года адышла, кшталту, окей, вы боитесь тут здымаць, потому что это все равно будет просякнута идеология, яны по-іншаму не умеюць. Возьмите просто, вось максимально не датычны до 20-го ці дзяржавы фильм, да? Тогда мы это Расскажите не на просто love story. А на Запад? Просто love story, все. Хоть штосьці, зробіце хоть штосьці жывое, што хаця б у Беларусі паглядзяць. Наша гісторыя, это і на Западе купілі. Былы святар, сышоў, значит, са святарства, таму што закахаўся ў дзяўчыну, зусім маладую, там ёй ці да 20 яшчэ не было, ці 20 плюс, вось толькі, карацей, агромная розніца ва ўзросце. Зараз за гэтым серыялам сочыць увесь Інстаграм і ўвесь тык-ток. Я сама полезла, паглядзела одно відэа, завісла там, напэўна, яшчэ паўгадзіны, глядзела, думаю, што ж это такое? Як у вас так атрымалася? Карацей, вось, класная гісторыя, бяры, рабі. Супрацоўніца гатэля выйшла замуж за шэйха. Всё, у цябе тут столькі драматургіі. Такая класная тэма, да? І будуць людзі глядзець. Тут нават не трэба ніякай палітыкі, не трэба нават ніякага вось гэтага складніка закладаць сацыяльнага там ці палітычнага. Слушай, это та история, что не делаю, да, как не собираю, получается пулемет, да? Абсолютно. Не получается, просто не получается. Тогда, может быть, действительно стоит сдавать в аренду на какое-то время, взять творческую паузу. Бывает так, да, у творческих людей такое случается. Потому что я даже не знаю, даже советы экранизировать что-то из белорусской классики, Короткевич тоже был белорусской классикой еще буквально сколько-то назад, а сейчас уже экстремизм, терроризм, чуждые народу ценности и все такое. А снимать биографию Лукашенко как-то, наверное, рановато пока. Я ўвогуле думаю про то, што паспяховая кінакампанія не можа быць дзяржаўнай. Яна павінна быць прыватнай, працаваць па законах нейкага вось гэтага кінематографу і бізнесу, так? То бок так, хай наберуць грошы ад дзяржавы праз розных там грантадаўцаў, у тым ліку ад Беларусі, хай это будуць на 80% гранты, але яны павінны самі прымаць рашэнне, што яны робяць, для каго яны робяць, тому што толькі так можна зрабіць штосьці жывое, а не БТ у больш дарагім фармаце. И непонятно все-таки, какая задача, что Лукашенко от них хочет конкретно. Если просто окупаемости, тогда, ребят, вплоть до приватизации, да?
Ну, а потом по госзаказу они тебе тоже снимут какую-нибудь мелодраму с Качановой условной в главной роли. Пожалуйста, нет вопросов. Если вы хотите, госзаказ будет. И будет какой-то тендер, конкурс, и вы отберете проект, который вам нужен. Но будет еще производство каких-то других фильмов, других сериалов, других форматов, возможно. Ну, потому что пока в крупном жанре не получается. Даже сам Лукашенко о всех последних премьерах, да, он сказал, что как там последнее кино закончилось на августе 44-го. Так это, слава богу, 2002 год. С учетом длины производства, да, это, в общем-то, Лукашенко почти не застал это. Фильм все-таки снимался достаточно долго. И Пташук уже умер в 2003-м. То есть он вот последний классик, что называется. І я просто згадую так само, ось зараз вельмі паспяховы кейс, калі латвійскі мультфільм «Плынь» з котиком выйграў Оскар, зноў жа знятыя, ну, адносна недорага. Я разумею, што это 3,5 мільёны еўра, але для Латвіі, я думаю, што гэта адносна невялікі бюджэт, потому что ясно, что непараўнальныя заробкі, то бок у Беларусі это было б нашмат танней. І зноў жа куча прэмій, куча ўзнагарод. А што там асноўнае? Ну, ясна, што гэта графіка, гэта адна справа. А іншая справа ідэя, так? Трэба нешта, што можа захапіць сэрца людзей. Ідэя павінна быць жывой. І вось зноў жа, у Беларусі ж ёсць розныя рэжысёры, як бы беларусы, яны могуць быць не ў Беларусі, але яны ёсць. Дар'я Жук, напрыклад, зняла фільм «Крышталь», які таксама атрымаў шмат узнагарод, быў вельмі добра прыняты міжнароднай публікай. І там таксама цікавая гісторыя з беларусфільмам, таму што спачатку яна з сяброўкай яшчэ адной напісалі яны, значыць, такі сінопсіс, пра што будзе фільм, і адправілі гэта на Беларусфільм на ацэнку, так, каб яны маглі пасля, я так разумею, взяць у распрацоўку, дапамагчы з здымкамі, так, взяць, магчыма, як свой праект. І праляжаў гэты праект там 1,5 года ў шуфлядзе, і Дар'я вырашыла сама шукаць грошы, і знайшла іх, там падтрымала ЗША, яшчэ хтосьці падтрымаў, і ў самым канцы толькі далучыўся Беларусфільм, ужо на этапе здымак, проста далі там, я так разумею, тэхніку, і за нейкі адсотак ад пасля ўжо далейшых продажаў квіткоў на паказы. І зноў жа ты думаеш, так, то бок гэта мог быць ваш поспех. Але вы за гэта не бярэцеся, але здымаеце фільм пра Алексея Талая, ну, умоўна. Хаця я разумею, што это, ну, не сённяшняга года гісторыя, але тым не менш. Слушай, ну и были кассовые фильмы у Курейчика, все эти «Любовь и моркови», которые тоже могли, можно говорить сколько угодно, что он скандальный, что он вам не нравится. Слушай, ну, творческие люди редко бывают покладистыми, милыми и приятными в общении, да, поэтому учитесь с ними работать. Ну, вось гэта зноў жа праблема дыктатуры, так, таму што ў дыктатуры вольныя творчыя адзінкі не хочуць заставацца, таму што ўсё, што яны не прапанавалі, ім все будуць ствараць, ставіць вось такія рамкі. Так, а что сам Лукашенко сказал? Он же придумал свою креативную идею, как заставить белорусов снимать. Я предлагаю также заставлять и смотреть кино, обнести все колючей проволокой. Ну, это очень креативно. А если еще дать право директору киностудии выстрелить в коленку, если кто-то вдруг будет недоволен, да, то желающих снимать станет еще больше, кино будет прям выходить одно за другим, и зрители будут валить в кинозалы. Ну, просто потому что очень не хочется, чтобы выстрелили в твою коленку. Все прекрасно. Ну, так будьте тогда последовательны. Это зноў жа пра тое, што як у IT, так? Задача дзяржавы не ўмешвацца, і тады ўсё будзе класна працаваць. Мне здаецца, зараз, каб штосьці добрае атрымалася з Беларусфільма, всем гэтым ідэолагам, чыноўнікам трэба проста пакінуць Беларусфільм спакое і сказаць ўсё, як бы забіраем все вось гэтай нашай дзяржзамовы на вось гэтыя ідэалагічныя фільмы, рабіце што хочаце, мы ўвогуле не будзем умешвацца, і ніхто не сядзе прямо прапісаць, што ніхто не будзе пасаджаны за там очень смешно, что у нас много вакансий, у нас 2 зама отсутствуют, а 3 уже давно отсутствует, и вообще нам, в общем-то, и не очень это все нужно, потому что самое безопасное, что можно сейчас сделать с белорусским кино, в нем не участвовать, вообще, близко не подходить. Потому что он начал, извините, прям с самого начала, да, что помогать опять, ну, а ты только пришел, ты реально только назначен. И директор, и министр, и Петкевич все совсем свежие назначения. Ну, что ты от меня хочешь? Ты меня назначил, да, где годами ничего не получалось по самым разным причинам, о чем люди прямо вам говорили. И я сейчас отгребаю за то, что, значит, десятилетиями у вас не получалось. Ну, простите. Так на развітанне, што ён сказаў, што час вам да 1 верасня вырашыць все з Беларусфільму, а калі не, будуць жестачайшыя там пакаранні.
Отличный стимул, отличный. Как раз успеть, значит, добежать до канадской границы. В смысле, купить билеты и там через Москву, Грузию, правдами, неправдами, да, выбираться по кустам хоть куда-нибудь, потому что реально же не хочется сидеть за это, за проблемы Беларусьфильма, которые не с меня начались, не мною закончатся. И вообще, что хотел от меня этот усатый гражданин? Ну, серьезно, да? Чтобы это было современно, динамично, чтобы это окупалось, чтобы это понравилось ему. А он, кстати, визуал, и многие чиновники говорили, что для того, чтобы до Лукашенко донести хорошо какую-то проблему, об этом ему надо бы рассказать визуально историю. В этом большая драма его. А рассказать визуально – это дорого, сложно, и нужны специальные навыки. Все-таки говорить, ну, можно немножко дешевле, да, он такой более простой жанр разговорный, а ему надо вот візуальна паказаць. І цікава, што зноў жа, нягледзячы на тое, што гэта была сустрэча пра кіно, тут і ўсплыў і ў 20-й год, таму што ён абвінаваціў кіношнікаў у тым, што бегалі ў кароткіх спадніцах чамусьці. І кому-то ізнасілавалі. Ну, я таксама чытала гэта, думаю, я не разумею, хто каго і чаму дзе згвалтаваў. Абсолютна не зразумела, што хацеў сказаць аўтар. Вось, але апроч гэтага ўсплыла і бульба цяперашняя. Слушай, я слежу сейчас за всеми совещаниями Лукашенко. Я жду первое, которое будет без упоминания картошки. Пока не дождалась. Это новая травма нанесенная. Да. И удар по Картошка репутации. новый 20-й год. Да. Хотя все разоблачил. Он за 2 недели уже 3 разоблачил абсолютно всех. Да? Картошку украли злые представители ритейла. Они, значит, ее нагло спрятали с серьезными политическими целями. Для того, чтобы доказать, что Лукашенко был неправ, контролируя, удерживая цены. Это очень странно. Картошка – это такой, в общем-то, скоропортящийся товар в самом конце сезона. И представить себе, что какая-то сеть ее почему-то, по каким-то причинам, заплатив за нее деньги на минуточку, удерживает и как-то там пытается сгноить себе назло, да, это очень странная история, да? Больш за тое, тая картошка, якая з'явілася цяпер на паліцах крамаў, з Азербайджана, з Казахстана, то бок можна падумаць, вось яны з Азербайджана там дамовіліся, каб яна недзе на нейкіх складах чакала свайго, значыць, счастливого моменту. Слушай, ну и вообще, как в народной экономике Беларуси может работать человек с зарплатой 78 тысяч белорусских рублей? Ну, Лукашенко на этом месте аж прям вот мову заняло, да? А почему нет? Почему вас так смущают богатые люди? Да? Ну, мы все понимаем, что это камень в сторону Евроторга и Добронома, что претензия к ним, что раскулачивать хотят их. Ну, раскулачивать, судя по всему, будут достаточно аккуратно, как мы и говорили. Вот, потому что нарушить хрупкое равновесие в торговле, где рентабельность, извините, 1-2% уже за счастье, и государство не владеет навыками достижения такой рентабельности на своих предприятиях ритейла, поэтому остается только злобствовать в отношении зарплат, сложившихся практик и политического подтекста. Да, вот расследование они провели, картошку они нашли, да, слава богу. Вот, поэтому, ну, это было, когда это было на прошлой неделе, виноватого нашли одного, сейчас же виноват еще оказался белорусский народ, он вообще во всем виноват. Вот, начиная с 17 года натворил столько всего, что с 1917 получается, что вместо того, чтобы каждый посадил себе, значит, на даче 2 рядка картошки и успокоил Лукашенко этим, он, значит, занимается ерундой, ходит по магазинам, да, очень странная претензия на самом деле. С учетом того, что картошка пропала в мае, ты представь, как этот бедный дачник должен был посадить все это, убрать, хранить, заметьте, не в специально оборудованных хранилищах, на которые государство давало субсидии, кредиты и еще кучу всего, да, а в своем погребе каком-то, возить этими пакетами или ведрами, или не знаю еще чем, это к себе домой, потому что у нас дома не приспособлены для хранения картофеля до мая следующего года, извините. І падвала не ва ўсіх увогуле ёсць, а да, дзе там у прям кватэры совсем больш не за тыдзень асабліва-то не захоўваецца? Абсолютно. То есть это надо где-то оборудовать себе бункер на этой самой даче, выкопать погреб, ну, на случай войны, если что, сойдет за бомбоубежище, наверное. Ну, ребята, так не работает, да. Люди сажают 2 грядки, вот сейчас копают молодую картошку, чтобы на даче ее съесть приятно вот до того, как мы выкопаем, и там это все заберем к себе по домам, по городам. Вот. Ну, нет у нас условий в городских квартирах хранить картошку до мая. Ну, в чем претензия?
Но претензия в том, что ему было лично это очень неприятно. Он это воспринял как личное. Ну, а это была всего лишь картошка. Нельзя так на работе гореть. Вот. Ну, в общем, каждое совещание с тех пор все-таки посвящается определенная его, значит, часть картошки. Сейчас уже договорились о том, что, значит, будут торговые сети авансировать производителей. Что ты думаешь про гэта рашэнне? Тому што это акурат, я так разумею, для доўгатэрміновага вырашэння праблемы, каб яна ніколі зноў не паўтарылася. Ну, знаешь, я не очень в это верю, потому что, во-первых, получается, что опять мы заранее определяем и цену, и объем, и кредитуем не производителя почему-то. Почему не можем дать кредит производителю, чтобы он произвел и потом продал свою продукцию? Но мы опасаемся, что вдруг он продаст свою продукцию где-то дороже. Значит, мы его должны обязать продать эту продукцию кому-то своему дешевле. И это авансирование, с одной стороны, привязывает меня как производителя, потому что я уже должен продать кому-то определенному, даже если он не готов дать мне ту цену, которую могут дать, например, в России. Ну, я не очень понимаю. В этом нет уже опять свободы воли. Мне уже продиктовали, кому мне продавать Пригодное и по какой право цене. такое у новой версии. Ну, в итоге, ну вот производи сам. Он же сказал, что, собственно, всех сидящих здесь я картошкой обеспечу. Я аж 2 поля засадил с помощью всей Академии наук. Мне иногда кажется, что наша Академия наук, она существует примерно для таких вот целей, да? Домашнее хозяйство обеспечивать. Девчата кавуны збирают. Да. Академия наук бульбу садить. Абсолютно, абсолютно. Такое мелкое домашнее, знаешь, как домашний театр, да? А это у меня домашние театральные ученые, да? Караник изображает, значит, что-то там про болезни скота, что тоже очень теперь знался странно. по коровах. Ну, в общем, да, между человеком и коровой. Ну, просто для того, чтобы подготовить врача, хирурга, онколога, столько лет вбухивается, да, и неужели некому больше заняться коровами? Ну, значит, некому, да, вот, значит, это будет вот так. Вот. Но картошку продолжается, поэтому бульба-хоррор какой-то снять было бы, наверное, неплохо. Он бы мог, наконец-то, успокоиться, переварив это творчески. Вот. Но пока нет. Але давай не будем далёка адыходзіць ад лецішчаў, тому што зараз выявілася огромная праблема новаўвядзення, значыць, ад чыноўнікаў, што людзям трэба на сваіх участках прыватных касіць траву абавязкова. Касіць, значыць, каб узровень травы быў не вышэй за 20 сантиметраў. І што цяпер яшчэ больш всіх абурыла, што ўжо палезлі, як бы пайшлі далей. Касіць траву трэба толькі не толькі ў межах тваёй тэрыторыі, ты цяпер абавязана яшчэ касіць тэрыторыі вакол твайго участка таксама, значыць, да дарогі, колькі ёсць, столькі ёсць, і да суседняга участка, то бок да сярэдзіны, а там ужо твой сусед будзе касіць. А калі там агромныя прасторы, то 10 метраў яшчэ за тваімі участкамі, то бок нейкую грамадскую зямлю ты павінен хадзіць абкошваць. Ці сам, ці траціць на гэта шалёныя грошы, і зноў жа ў людзей страшнае бурленне, таму што, ну, па-першае, а падаткі мы навошта плацім, так, што няма спецыяльна навучаных людзей, хто будзе гэта касіць. Па-другое, а калі мне падабаецца трава, я не хачу ехаць, мне падабаецца, мне не замінае, так, навошта я павінен цяпер па законе хадзіць і ўсё гэта абкошваць. Па-трэцяе, бабулі старэнькія, ну, а што ім? Яны ўвогуле касіць не могуць, так, і зараз чыноўнікі прыходзяць і кажуць: так у вас же ёсць там, напэўна, сыны ці яшчэ штосьці, давайте мы уже па законе абавяжам жанчын нараджаць, каб пасля сыны былі абавязаныя хадзіць і касіць траву на нейкіх там участках. Ну, типа, до чего вы збираете довести эту ситуацию? Слушай, я надеюсь, что суровость белорусских законов, она будет, как обычно, компенсирована необязательностью их исполнения. И единственный выхлоп, который мы получили уже, это миллион шуток. У моего 21 сантиметр, что делать, да? Да, сколько нам сейчас дадут штрафа за это? Ну, это действительно смешно, хотя уже сказали, что не будут прям ходить с сантиметром. Ну, послушайте, а после у видео показали, что с сантиметрами они ходят. Ну, есть люди, у которых нет газонокосилки, есть люди, у которых нет сыновей, есть люди, которые сами там не в состоянии, не хотят, не могут это сделать. Ну, и есть, в конце концов, коммунальные службы, которые могли бы это делать централизованно, в том числе и за счет граждан, налогов или отдельных каких-то платежей местного комьюнити. Да. Есть, в конце концов, руководители этих городов, поселков, вот, и это можно как-то организовать, безусловно. Ну, я не очень представляю, как будут за это брать штрафы.
Ну, можно, конечно, попытаться, но народ уже упражняется в остроумии, и это выглядит уже полным идиотизмом. У нас уже куча уголовников не туда лайкнувших, сейчас еще, значит, не вовремя скосивших, да. Давайте всіх пересаджаємо. Абсолютно. Ні сядзеў, ні беларус. Абсолютно. І штраф, до речі, ну, немалы. То бок, ясно, што яны адразу не будуць яго выпісваць, але пагроза такая вісіць, навісае. Штраф до 1050 рублёў. Гэта, ну, гэта немалыя грошы, насамрэч. Это не сімвалічны штраф, таму 50 рублёў, якія б можна было асіліць у выпадку чаго. Это нармальны такі штраф. Больш за тое, людзі пішуць тыя, хто, ну, напрыклад, жанчыны, так? Ну, не буду я хадзіць і касіць, так? Я не для таго народжаная была. І зноў жа, набываюць, так, просто паслугі. Это зноў жа, якое будзе зараз лобі этих сенакасільшчыкаў, так? А якія ўжо, ну, такія нармальныя цэны выстаўляюць. Вось зараз там хтосьці пісаў, што да сярэдзіны чэрвеня ўжо 300 рублёў патрацілі на пакос гэтай травы, так это толькі сярэдзіна чэрвеня. То бок дождж прайшоў, всё ўжо трава 20 сантиметраў. Што рабіць? Ну, і больш за тое, мяне ўвогуле ў гэтым всім абурае іншае. Я ўвогуле не разумею, якога чорта дзяржава загадвае касіць не касіць траву. Гэта моя справа, это мой участок, моя зямля, што хачу, то і раблю. Якога чорта вы свой нос сунеце на маю зямлю? Я гэтага не разумею. Хоць у мяне няма свайго участка, не павінна касіць тую траву, але чыста тэарэтычна я думаю, но я не разумею, чаму яны, хтосьці там бы дыктаваў мне, як мне весці гаспадарку. Послушай, ну, год благоустройства, он же сам себя не благоустроит, да? Надо придумывать, причем надо придумывать что-то, где исполнителем конечным будет не государство, а народ. А что еще, какой еще вклад ты можешь внести в благоустройство? Ну, серьезно, обязать тебя дом покрасить в какой-нибудь цвет, забор поменять, одинаковый с соседом сделать. Так это у нас под Дожинки все это делается, когда фасады, заборы, знаешь, смешно, особенно когда ты с другой стороны деревни заходишь, да, а там все это кошмар и ужас. Так у вас же Дожинки были. Так Дожинки были с другой стороны. В смысле с другой стороны? Ну, с фасада были Дожинки, а с тыла никто не обещал, значит, да, как у Портоса, да, перевесь была, значит, парадной, только, извините, с одной стороны, поэтому свой тыл он не показывал никому. Так и тут. Народ, надо обязать народ, суть в этом была, чтобы народ благоустройство год как-то нам организовал. Ну, не самим же в самом деле корячиться. І вось зараз цікава, што Лукашенко запатрабаваў ад сваіх памагатых чыноўнікаў у сваёй адміністрацыі вынесці беларускую нацыянальную ідэю, так? Па слядах Змітра Лукашука просто ідзе. Зміцер шукае гадамі нацыянальную ідэю, зараз Лукашенко, значит, запатрабаваў закрыць гэтае пытанне. Что ты думаешь про все это? Я думаю, что у Лукашенко самого сложно с абстрактным мышлением, ему сложно самому сформулировать, чего он хочет, собственно, какую именно, примерно какое направление он мог бы видеть в качестве национальной идеи. Потому что я не понимаю, в чем настолько большой затык. У Лукашука все-таки идей-то довольно много. Да, а тут пока всеобщими усилиями всей администрации президента, с которыми очень долго совещался Лукашенко на этой неделе, и со всеми остальными чиновниками смогли родить только, значит, Гигин вот эту замечательную фразу «вместе за сильную процветающую Беларусь». Ну, честно, да, не богато, не богато. Не чепляя, слабо. Вот. При том, что, ну, я просто наполнения на самом деле не вижу большого. Ну, вместе. Ну, конечно, за сильную, конечно, процветающую. Кто против процветающей Беларуси? Все за. Но кто именно вместе, что такое процветание, ну, в общем, немножко непонятно. Самі гэтае слово, яно ўжо, як, не знаю, папахвае чиновничьим таким занудством. Абсолютно. Ну, знаешь, ведь национальные идеи многие, они такие очень простые на самом деле. Там самые известные национальные идеи – это американская мечта, это израильский сионизм. Я бы, допустим, на месте нас, как белорусов за пределами страны, тоже сформулировала бы какую-то национальную идею, какой-нибудь условный такой белорусионизм, да, с совершенно конкретным наполнением. Да? Это и единое государство для всех белорусов как цель, мечта, и солидарность как наша фишка, которая действительно вошла уже в аналы, и как солидарность диаспоры с Большой землей, а здесь поле тоже есть. Есть очень классная инициатива типа Мальдиса, да? Мы выкупаем исторические ценности, и мы передадим их в Беларусь как наш дар нам, вам, общей Беларуси. Да? Это не политическое, но это очень симпатично выглядит, и вряд ли кто-то от этого откажется. Такие же могли быть инициативы, допустим, летние лагеря для
математически, допустим, чтобы никакой идеологии, для белорусов, для детей, оказавшихся, допустим, там, в сложной жизненной ситуации семьи, для детей из неполных семей. Вот математически одаренных детей мы за деньги, допустим, айтишные компании создадут фонд, или, ну, здесь достаточно уже состоятельных белорусов, и такие идеи уже обсуждаются на самом деле. Мы вывезем там 10 детей за лето, они получат, прокачают свои математические скиллы, получат язык, отдохнут, безусловно, вернутся в Беларусь, и в этом ничего плохого не будет. Я не думаю, что государство было бы против. Да? Такая же тема, к примеру, со стипендиями. Мы даем на конкурсной основе стипендии там, 10 белорусам для обучения в лучших мировых вузах. А, вам не нравятся мировые вузы? Ну, смотрите, даже вот Михаил Гуцериев об этом говорил, что, да, ребята, чтобы не допустить технологического отставания сейчас, очень важно, чтобы молодые россияне, как и молодые белорусы, были активными в этой среде научной, учебной и так далее. Стипендии дает множество фондов, в том числе по достаточно узким направлениям. Да? К примеру, там, я не знаю, там, египетским там, молодым ученым в такой-то дисциплине. Да? Вот целый фонд сидит и каждый год выбирает там, несколько египетских ученых из одной очень узкой сферы. Так и здесь. Пусть это были бы там, белорусские студенты, да? Или белорусские школьники, или еще какие-то белорусы, это было бы для белорусов внутри Беларуси. Есть очень серьезная тема, мы ее тоже не раз вспоминали, это помощь белорусским детям, медицинская помощь. Давайте диаспора возьмет какую-то часть на себя, что, ребята, мы там вам готовы помочь каким-то объемом сбора, да, каким-то своим вкладом. Да? Это для белорусов, для всех белорусов, для любых белорусов. И в этом была бы, в общем-то, вполне себе национальная идея, да? Ну, достаточно симпатичная, по крайней мере. Ну, по крайней мере, у нее было бы видно какое-то наполнение. Ну, белорусионизм звучит красиво. Да, не для Лукашенко, конечно, у него с Израилем, по-моему, да, вот, смешанные чувства и сложные отношения. Да, статус все сложно. Абсолютно. А мне здаецца просто, что уже давным-давно все вынайдзена. Там вось Янка Купала ўжо спета давным-давно, так, Михалком. Хлеба, солі, зямлі, волі і не быць скотам. Перакладаючы на сучасную мову, годнасць хлеба, солі, свабода і салідарнасць, не быць скотам, так? Это тое, што вось беларусы зараз просто по-новому пережили после 2020 года. И право господарить на своей земле, а не коли тебе там с линейкой. Ну вот видишь, мы с тобой фактически сошлись на самом деле, потому что, ну, ключевое – это земля, это мое право, мои человеческие права, защищаемые государством, и солидарность и наш общий вклад в Беларусь, даже если мы сейчас по каким-то причинам не в Беларуси. По-моему, очень симпатично получается. Беларусянизмом это можно не называть. Але ведаеш, у чым праблема, што перад гэтым улады забаранілі все беларускае. То бок у нас атрымліваецца, любая б ідэя, якую б яны зараз придумалі, была б антыбеларуская, антынацыянальная ідэя. То бок яна апрыёры не можа прыжыцца, таму што ўсё беларускае забаронена, ты не можаш збудаваць нацыянальную ідэю на фундаменце антыбеларускім, так? То бок там все роўна павінны быць беларускія героі, беларускія нацыянальныя героі, паэты, пісьменнікі, сімвалы, айдэнтыка. У нас все гэта пад забаронай зараз. Атрымліваецца, у нас ёсць вось гэтыя азаронкі, вось гэтыя кнігі напісаныя чорт пойми кім, якія насамрэч графаманія, не маюць нічога агульнае з пісьменніцтвам. И проблема еще одна. У нас рядом есть еще немножко сумасшедший сосед, который готов принести свою айдентику. Легко, приятно, с большим финансированием, промоушеном и со всеми определенными плюшками. И куча людей наверняка на это будет готова повестись. Но даже Лукашенко это, наверное, бы все устраивало. Кроме одного нюанса. Он не нужен в этой системе. Поэтому он еще держится за эту национальную айдентику, потому что он ее часть. Он никак в ту путинскую не вписывается за ненадобностью. И проблема Лукашенко, что он не уписывается в белорусскую национальную идентику, так, ніяк. И не хочет уписываться в российскую, потому что там ему нема места. Нет. А свое придумать он не может, потому что там все мертвое, там нема ничего живого. Увы и ах. Увы и ах. Ну, видишь, БДСМ запретили у нас, а некрофилию почти пока нет, поэтому у нас вот, значит, это мертвое лежит, и мы делаем вид, что давайте мы его хоть как-нибудь... Да, реанимируем. Ну, если лошадь сдохла, с нее надо слезть. Эта идеология не работает.
Ізраіль ты згадала, конечно, зараз апошні тыдзень мы ўсе сочым за атакай Ізраіля на Іран. І цікава, што Ізраіль, канешне, як бы пазіцыянуе гэты ўдар як папярэднічанне магчымай ядзернай атацы з боку Ірана, так? Таму што Іран па ўсім выглядае па звестках разведкі, што апошні час займаўся, магчыма, распрацоўкай ядзернай зброі. І, канешне, для Ізраіля гэта вялікі выклік, таму што ясна, што яны б маглі стаць мэтай для такой атакі, што, канешне, магло б стаць пачаткам канца для ўсіх. Вось таму яны зрабілі такі ударнае апераджэнне, каб вынішчыць всю інфраструктуру, якая можа выкарыстоўвацца для распрацоўкі ядзернай зброі. І ў гэтым кантэксце там забітыя навукоўцы, распрацоўшчыкі, якія былі датычныя да стварэння ядзернай зброі, забітае вайсковае камандаванне, кіраўнікі генштаба забітыя, адзін, пасля прызначана новы ўжо таксама забіты. І, канешне, вялікае разбурэнне ўсёй інфраструктуры, цалкам знішчаная СПА у Іране. І, канешне, гэта моцна ударыла па Іране, паказала слабасць, яны не гатовыя, не здольныя абараніць сябе ад слова ніяк, то бок яны цалкам безабаронныя перад атакамі з паветра і выглядаюць вельмі слаба на гэты момант. Ну, а для Беларусі, канешне, цікава ў гэтым кантэксце задумацца пра тое, а што ў нас, таму што вось акурат зараз шведскае тэлебачанне паказала, што ідзе абнаўленне вайсковай базы ў Асіповічах. Вядома, што там было раней ядзернае сховішча савецкай зброі, і вось зараз яны яго мадэрнізуюць, то бок узводзяць новыя агароджы вакол гэтай зоны, будуюць новую платформу для прыёмкі чыгуначных грузаў. СПА там стаіць, і па ўсім выглядае, што сапраўды Асіповічы стануць часткай расійскай ядзернай інфраструктуры, то бок за межамі Расіі, кропка, якая патэнцыйна ў выпадку нейкага вялікага глобальнага канфлікту можа зрабіць Беларусь мішэнню, што насамрэч вельмі жахліва, таму што вось проста зараз на нашых вачах мы бачым, як Іран зрабіў сябе мішэнню для такога роду атакі, так? Колькі там пацярпелых, колькі домоў разбурана, і и это еще ничего не началось, да, потому что если Штаты вступают все-таки в эту войну, то будзе нашмат страшней, так? Да. Зараз ідзе гаворка про тое, што калі Штаты далучацца, то яны б маглі разбурыць цалкам інфраструктуру ядзернай базы Форда, так, якая знаходзіцца пад гарамі, пад зямлёй, і да якой Ізраіль пакуль што не можа дабрацца, але калі ЗША далучацца, то яны, магчыма, змогуць скінуць агромную бомбу, якая зможа пад зямлю пранікнуць і цалкам знішчыць напрацоўкі. Хоць Іран раней заяўляў, што гэта толькі для грамадзянскіх мэтаў выкарыстоўвалася гэтая база. Ну, судя по уровню обогащения, речь уже явно идет не только об этом. Абсалютна. Ну і тым больш цяпер, калі яўна Іран будзе, напэўна, шукаць магчымасцю адпомсціць, хаця ясна, што ён вельмі аслаблены, то бок тут ідзе гульня такая на апераджэнне, таму што ясна, што калі ўявіць, што будзе ядзерны канфлікт, то наступствы будуць жахлівымі для ўсіх. І ў гэтым сэнсе зразумелая палітыка Ізраіля, хоць, канешне, для кагосьці это можа выглядаць неадэкватна жорстка, але калі ўявіць магчымую атаку, а мы ведаем, як Іран дзейнічаў апошнія гады праз Хезбалу, праз Хамас і да чаго. Слушай, мы знаем, что вполне официально признаваемая цель Ирана – это физическое уничтожение государства Израиль. Да? Все-таки это вопрос выживания. Да? Это прям вопрос жизни и смерти. Да. Ну, на самом деле новость в том, что для Беларуси, в том, что ядерное оружие не гарантия ничего. Реально. Ты становишься мишенью, реально использовать это оружие, даже если оно у тебя есть, даже если оно твое, надо быть полностью отбитым, и надо понимать, каким будет ответ, да? Вот каким будет ответ, вы можете себе сейчас представить, каким будет ответ Лайт, это на примере того, что Израиль делает с Ираном. А если в ход пойдут силы США, тогда вы узнаете, что бывает, если вы вдруг решаете поиграть ядерным оружием. В вашем случае ситуация еще хуже, потому что это не ваше ядерное оружие. Да? Стать местом прилетов вот этого всего еще и не за свое оружие, которое вы сами никогда не сможете использовать. Просто никогда. Вам не дадут, и это абсолютно не нужно, это абсолютно лишнее. Никакой безопасности вам это не добавляет точно. И Беларусь, на самом деле, сейчас занимает очень странную позицию, да, она прям совсем... Вначале очень сложно было не замечать украинское нападение на российскую стратегическую авиацию,
Прям вот вообще не заметили. Прям вот мимо нас прошло, даже не знаем, что там с Россией случилось. Да, это часть ядерной триады, ну как-то вот какие красные линии, да, я вообще дальтоник, вот справка. Да, никаких красных линий мы в этом не увидели. Сейчас то же самое, тем более на фоне новостей о том, что в Беларусь, возможно, приедет, надеюсь, уже к выходу передачи он уже будет в Беларуси, крупный американский чиновник Кит Келлог, и я очень надеюсь, что это тоже фактор сдерживания. Лукашенко очень не хочется на самом деле принимать на себя этот удар и становиться тем самым Ираном, который немножко разбомбят, потому что в нем увидят ядерную угрозу. Вот. Тут совершенно, по мне, все однозначно абсолютно, и то, что белорусские пропагандисты очень сдержанно на это реагируют, только самые уже отбитые пытаются там что-то там, народ Ирана, мы с вами, с ним, ну давайте, начинайте, ну, поучаствуйте, внесите, так сказать, посильный вклад. Ну нет, мы выразили обеспокоенность, как и Россия, собственно, да, тоже вроде бы союзники, партнеры и так далее. Они там когда подписали? Буквально в этом году о всеобъемлющем партнерстве. Да? Ну так не о военном же. Ну только всеобъемлющем, а всеобъемлющее это не военное? Нет, это не военное. Окей, никто не хочет в это вмешиваться. И в случае с Беларусью будет то же самое, только еще ярче, потому что все-таки у Ирана чуть союзников побольше. І сапраўды ось Азаронак цікаў, што напісаў ну такой спачуваючы допіс калонку ў падтрымку Ірана, на што, канешне, я не знаю, просто валасы стаюць на галаве, это тое, што ён напісаў. Вось у Ірана столькі пакутнікаў, столькі забітых, вось бы у нас так. Да, люди идут на работу, зная, что они там могут умереть. Вот бы и у нас так чиновники вот шли. Что он этим хотел сказать? Слушайте, товарищи, Министерство информации, срочно запретите и вот эту некрофилию, потому что реально, да, человек радуется умершим и говорит, что хорошо бы и нам мучеников это самое, да. А давайте без мучеников как-то обойдемся, а? Ну, быть живым и здоровым гораздо лучше, чем мертвым и разбомбленным. Цікава, што зараз Лукашенко таксама, відаць, пераацэньвае здольнасці беларускай арміі ў сувязі з падзеямі і на фронце ва ўкраіне. Ну і цяпер Ізраіль і Іран таксама можа назіраць, як все адбываецца у сучаснай вайне, у сучасным свеце. І запатрабаваў, значыць, нашых беларусаў вынесці зброю супраць беспілотнікаў. Спачатку беспілотнікі распрацаваць, значыць, каб было чым, не знаю, атакаваць, абараняцца. І СПА таксама, які беспілотнікаў маглі знішчаць на раз-два. Ну, не знаю, мне вялікія сумневы, што ў Беларусі будуць здольныя вынесці, ну, штосьці адэкватнае, сучаснае, просто ў сілу таго, што мы ведаем, якім стане беларуская навука и распрацоўкі. Да, Каранник, как тебе такое задание? На самом деле Лукашенко раз за разом подтверждает давным-давно высказанную Сергеем Чалым гипотезу о его магическом мышлении. Да? Ему очень хочется, чтобы была какая-то чудесная машина, какая-то чудесная отрасль, чудесная какая-то есть методичка, которая позволяет прям решить, ну, все, да. Я помню такой пример магического мышления массового у позднесоветского человека, когда был множественный курс доллара, и мечта советского человека была иметь возможность покупать доллары по государственному курсу, а продавать по коммерческому, да. Вот чудесная бизнес-схема, такая, ну, просто настолько простая и восхитительна, что, в общем-то, все немножечко об этом мечтали. Вот так и Лукашенко. Понимаешь, вот если бы у нас была такая машина, которая делает вот всем хорошо. Ну, нет такой машины, нет, не бывает такой машины. И от дронов такой машины нет, и нет такой машины, которая, значит, и такой отрасли, которая всю экономику, понимаешь, вот так вот берет и, знаешь, там, вот руками поднимает, вот тебе, пожалуйста, да, Лукашенко, посмотри на новый мир, все классно, и все цветет, колосится, потому что я знаю какую-то, ну, ты же не алхимик, ты же не свинец в золото превращаешь, да, а он вот, у него магическое мышление требует чего-то такого, ему кажется, что вот чуть-чуть вот и можно найти эту формулу, методичку, вот по ней все сделаешь, и все будет хорошо. Ёсць і пазітыўная дынаміка ў Беларусі. Заробкі растуць хуткімі тэмпамі. У Менску ўжо перасягнулі сярэднія заробкі больш за 3000 рублёў, больш за 1000 даляраў па цяперашнім курсе. І ўсё больш Менск адрываецца ад і абласных гарадоў, цэнтраў, і ад рэгіёнаў яшчэ больш.
С чем ты это связываешь? Что мы назираем? Тут несколько тенденций сложились. Это, во-первых, продолжается проблема с кадрами. Там уже больше 210 тысяч, по-моему, вакансий, не заполненных. Поэтому для того, чтобы удерживать своих сотрудников, надо им платить все больше. Понятно, что все это давление на цены оказывает, которые тоже надо держать. Отсюда проблемы у предприятий, у реального сектора. И плюс наша давняя тенденция, когда действительно Минск оттягивает на себя все больше людей. Ну, она не только белорусская, она типична для всех, для многих стран. И тут, в общем-то, тоже нет никакой чудодейственной таблетки, как Лукашенко говорит, там, перестать строить в Минске. Ну, вы можете даже колючей проволокой обнести людей вне Минска и там сделать жилье только по прописке в Минске или что-то еще. Но это центр притяжения. И рецепты по удержанию людей в регионах всем известны. Это в первую очередь инфраструктура, рабочие места. Тут ничего нового сильно нет. Да? Там, в Польше можно любой маленький город взять, там по инфраструктуре он, в общем-то, будет не сильно отличаться. И по качеству жилья, по общепиту, по поликлинике мало будет отличаться от столицы. Поэтому центров притяжения получается гораздо больше. Ну и надо давать людям в регионах зарабатывать. А это то, что Лукашенко не любит. Да? Мы не хотим, допустим, чтобы в регионах была зарплата, как у кого-то в Евроторге, 78 тысяч. Да? Но есть свои способы, свои пути заработка. Да? К примеру, там, очень тема известная, много обсуждавшаяся с агроусадьбами. Да? Вот люди в регионах начали вкладывать деньги, создавать эти агроусадьбы, приглашать туда российских, белорусских и всяких других зарубежных туристов. Люди там отдыхали. А что это они столько зарабатывают? А давайте им перерегистрацию, значит, сделаем. Ага, что у нас получилось? У нас там в Бреславском районе, по-моему, вот эта статистика обошла там все медиа. И из 300 агроусадеб осталось 5. Прошло перерегистрацию. Но остальные, они же тоже начинают работать в других форматах, там услуги по сдаче жилья в аренду, они просто не агроусадьбы, потому что там, к примеру, там беседка на большое количество человек, которая построена на земле для личного, значит, хозяйственного этого самого участка. И что? Ну, почему это не агроусадьба? А мы с него просто больше налогов возьмем, потому что он беседку построил. Ну, я понимаю, что он уже 3 раза пожалел, что он эту беседку построил. И что экономика, прибыль этой агроусадьбы явно тоже не 30, не 40%, потому что затрат много, и затраты надо отбить. А только Лукашенко верит, он тоже рассказывал это. Представляешь, какой ужас, говорит, берут кредит, наш народный кредит, в смысле наши деньги берут. Видимо, это, он считает эти деньги своими, да, потому что в банк дает деньги вкладчиков вообще-то. И, значит, через 3-4 года рассчитывается с кредитом, и, понимаешь, сиди, ничего не делай, получает чистую прибыль. А что ты сам не можешь эту волшебную формулу на своих предприятиях, да? Вот взяла твоя БНБК 800 миллионов долларов кредита, 3-4 года отдала, и все, сиди, плати государству дивиденды, зарабатывай прибыль. Но оно же так не работает почему-то. А потому что они цены бесконтрольно поднимали. Так у вас же специально создан орган, контролирующий цены, уже держащий их вот уже вот так последние 2 года. Как они их задирали бесконтрольно, если у вас есть специальный орган, отвечающий за контроль над ценами? Что за чудеса у вас происходят? Вот. И получается, что мы поменяли правила, у нас будет другое налогообложение. То есть человек остался в своем агрогородке, в своей деревне, вложил туда деньги, создал там пару рабочих мест, покупает продукты, организовывает досуг и так далее. А нет, так сейчас нельзя, все, правила поменялись, ты будешь налогооблагаться по-другому. Это мне напоминает историю с кем? По-моему, с Муравьевым, которые сказали, так почему у вас бизнес-план реализовать не получилось? Ну, понимаете, когда я его подписывал, там цена электроэнергии была одна, а когда подписал, цена стала для меня другая. Все, больше не складывается экономика. Так и тут, да, как это он там в агроусадьбе, сколько там этот человек, этот белорус в агроусадьбе заработал? Я думаю, что многие из них могли сказать, пошло все, поеду в Минск, буду там в найме работать тихонько. Добре, коли в Минск, а не куда-нибудь в Польшу. Да. Тем более это вопрос, насколько западный, значит, регион это, да. А то, что с восточным регионом, там Россия под боком, и тоже многим гораздо проще уехать туда. Тем более, что сейчас вот Лукашенко опять сказал, что в Витебской области нужна реанимация. Искусственное дыхание. Что же вы с ней такое сотворили, что ей нужна реанимация? Я уже волнуюсь за Витебскую область. Нельзя ж так с ней нехорошо обходиться.
Не получается. Чудесной формулы нет. Вот у Евроторга получается, понимаешь, и миллионы зарабатывать, и народ кормить, продавая продукты дешевле, чем государственные магазины. Да? Вот они явно знают какую-то вот чудесную присадку, которая свинец в золото превращает. Только надо наручники положить на стол, как там Лукашенко сказал. Да? Наручники на стол положил, и сразу нашлась картошка. Ну, я думаю, что они ее в Азербайджане купили и просто привезли, да, сказав, что вот она нашлась. Ну, просто чтобы не волновался. А што ты думаеш пра тое, што вельмі моцна павялічваецца разрыў, так? Таму што, напрыклад, то заробкі на Гарадзеншчыне на 42% менш, чым у Менску, у Гродні і ў Менску. Не в обласць мы берам зараз, а абласны цэнтр. А калі параўноўваць самым вялікім раённым горадам, Бабруйскам, то розніца складае ўжо 88%. То бок у Бабруйску на рукі будуць атрымліваць 1600 з хвастом, а ў Менску 3 з хвастом. Упадок госсектора, частник тоже не видит себя в таких условиях, да, как в тех же этих агроусадьбах. Да. Ну вот, это был конкретный заработок. Причем от тебя не требовалось ничего. Ты как государство к этому вообще не имела отношения. Люди тебе везли туристов, становились центром притяжения, генерировали тебе поток клиентов. Ты их мог дополнительно как-то развлекать, продавать им там белорусские какие-нибудь там льняные изделия или еще что-то, возить их в этот супермаркет первый и мерч продавать свой, ну и так далее. Это поток. Люди генерировали поток. Ну все. Все. То же самое с частными бизнесами, с мелкими, крупными и так далее. Возможно, в Минске проще договориться, возможно, в Минске проще раствориться, потому что, ну, я знаю конкретные кейсы, когда они говорили, что а мы это будем делать в Минской области. Так вы же хотели в Витебской. Ну, власти Минской области более адекватно себя ведут. Мы не готовы к таким коммуникациям, которые есть там, где нам предложили изначально. Мы передоговорились. Вот и все. Это роль человека в истории и в экономике. Только Астраўцу удалося абысці Менск. Ну, там ясно, конечно. АЭС, правда, роля АЭС у беларускай энергетыцы не вельмі ясная пакуль што. Абсолютно. Тайна золотого ключика. Хочу с тобой абмеркаваць триггерныя тэмы, тое, што триггерыць беларусаў у эміграцыі, але не толькі, і ў Беларусі ўнутры краіны таксама. Зараз быў парад роўнасці і ў Вільні, і ў Варшаве, гей-прайд. Масавыя, такі маштабныя былі там беларусы таксама. І вынеслі яны не толькі вясёлкавы сцяг, але і БЧБ. Прычым такі вялікі, прыгожы, я так разумею, ручную пашыты. Ну і тут, канешне, падзелілася наша эміграцыя, таму што аказалася, што гомафобія, яна, так, значыць, перамяшчаецца паўсюль. Нацыянальная ідзея. Так, карацей, пытанне такое триггернае, гэта можна ці не можна хадзіць на гей-прайд з бел-чырвона-белым сцягам. Аказалася, што некаторыя лічаць, што дакладна нельга, а некаторыя лічаць, што а што тут такога? Типу, я хочу ідэнтыфікаваць сябе як беларус на гэтым парадзе. Знаешь, я, наверное, не очень современный человек, ну, чисто по возрасту, поэтому вот постсоветскому какому-то восприятию, но здесь меня удивила тема, и я однозначно бы сказала, что люди эти имеют право, вот просто вообще без всяких там дополнительных слов, они просто имеют право идти под этими двумя флагами по очень простой причине, потому что именно из-за этого, именно из-за своей ориентации люди в тюрьмах в Беларуси подвергаются исключительным издевательствам. И люди традиционной ориентации тоже, именно в связке с ЛГБТ, потому что вот эти правила сидения, да, которые у нас все знают, кто проходил через эту систему. Да, особенно в мужских колониях, это проблема, это беда, и это способ давления на людей вне зависимости от их ориентации. И люди, которые проходят эту систему, я считаю, что они имеют полное право идти с этими двумя флагами, просто потому, что реально их ущемляли, над ними издевались именно по этому признаку. Это знают все, и поэтому вот лично меня, допустим, ужасно триггерит, когда начинают люди, вышедшие, пытаться какие-то вот эти зоновские понятия внедрять и у нас, да? А у этого человека был там такой статус. Забудь об этом. Забудь об этом. Это гражданин Республики Беларусь сейчас. Нет у него никакого статуса, да?
Нету, ты не можешь его спрашивать, а почему ты там клубом заведовал, да, ну, неважно, что там этот кто-то клубом не заведовал, ну, к черту подробности, да. Нет такого понятия, нет статусов никаких. Это просто люди с честью, достоинством, которые могут спать с кем им хочется. И имеют они право на этот флаг просто потому, что их мучили, над ними издевались именно из-за их ориентации. Я очень надеюсь, что вот люди, которые должны в ближайшее время выйти, и парни, и девочки, что с ними все будет ок, потому что пройти через эту систему человеку нетрадиционной ориентации – это прям задача со звездочкой. И вот эта пещерная гомофобия, которая есть в этой системе, она очень усложняет жизнь многим, в том числе обычным традиционной ориентации людям, потому что реально это постоянно давление. А кто-то сказал, а кто-то нам стукнул, а поэтому ты не сможешь сидеть нормально, и ты будешь страдать отдельно и особо. Ну, для меня этой темы не существует. Да, эти люди, безусловно, имеют это право. А мне ведаць, што ну так здзіўляе, што ёсць адчуванне, што некаторыя беларусы хацелі б, каб быў такі чек-ліст. Хто мае права ўздымаць чырвона-белы сцяг? І там, значыць, так. Ён павінен быць такі-то, 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 значыць, такі-то да. Каштоўнасці, такое-то месца працы, на мове, такі-то заробак, только на такой-то мове размаўляю. Да, Вот прямо чек-ліст, вось ты прайшоў яго, можаш уздымаць. Челюсть не надо померить, да, может, я не арийского происхождения, может, мне и не положено, да. Слушай, это уже немножко не туда мы заходим. Но пещерная гомофобия, как и пещерный антисемитизм, это две беды, с которыми надо как-то в середине уже 21 века разбираться и как-то с этим работать. И это ж нават не толькі пра гомофобію, якая ёсць у Беларусі, мы гэта ведаем, просто што яна праяўляецца па-рознаму. У тым ліку, як бы і сярод апазіцыі, я ўпэўнена, што не все так гладка, ёсць над чым працаваць. Просто потому что мы гэта пытанне не надто уздымаем и не надто ведаем, як бы. Слушай, ну она действительно есть, потому что я вот помню даже по белорусским чиновникам, да, я там беседовала с одним очень крупным белорусским чиновником про еще одного примерно того же калибра чиновника. И мне говорят, слушай, ну вот он там не сделал карьеру, потому что, ну, к нему есть вопросы. Я говорю, простите, какие к нему вопросы? Ну вот ориентация. Я говорю, ну какая разница, собственно, вам-то чего? Ну, вот об этом надо было сказать, и тогда бы это влияло на там, продвижение его, в смысле, влияло на продвижение, в смысле, он бы никогда никуда не продвинулся. А какая вам разница? Вы что, с ним в одном номере в гостинице в командировке ночуете? Так, ну, какая вам разница? Вы не в одном ложку спите. Я не понимаю, что вас триггерит и почему вам это важно. Да? Там есть люди, про которых это, в общем, вполне известно, и ничего тут страшного нет, они прекрасно работают. Сам Лукашенко говорит, да, плохой солдат Рабинович, но старается. Вот, ну, у него он действительно и гомофоб, и антисемит, к сожалению, увы. Да, такие у нас издержки советского человека. Ну, нет. Да, поэтому здесь вот это совковое, зэковское, ужасное, бороться с этим надо. Так вось, а я не договорила. Я хотела сказать, что мне здаецца, тут увогуле не про гомофобию, а про демократию, так? Про то, что всем треба быть готовыми, что сцяг будзе уздымаць той, хто хоча яго и захоча яго узняць, а не тое, что вы будете диктовать камусьці, як думаць, куды з ім хадзіць и что з ім рабіць, так? Бо гэта пытанне свободы на самовызначэнне у тым ліку. І нічога з гэтым не трэба рабіць. Хто хоча падымаць, той падымае, все. Иначе признавайте, что Эйсмонт была права, диктатура наш бренд, и мы четко определили, кто с каким флагом, значит, где ходит, кто имеет право голоса, а кто будет сидеть за колючей проволокой и снимать или смотреть кино, или как сажать картошку, или еще чем-то заниматься. Вам вертухаи расскажут, чем именно вы будете заниматься. Але гэта не адзіная тэма триггерная у нашых асяродках. Што цікава, вось зараз была канферэнцыя Reshape ад Цэнтра новых ідэй, і там, значит, на адной панелі выступала Аліна Харысова. Выступала яна там як палітолог, тэмы былі палітычныя, абмяркоўваліся падчас гэтай панелі, побач з ёй там Франк Вечорка сидзеў, Ліза Пракопчык таксама з каардынацыйнай рады. Але тэмай абмеркавання ў каментарах пад гэтай панелю сталі гольфы Аліны, так, такія капронавыя гольфы да калена. Которые назвали почему-то чулками. Палічыла грамадства гэта непрыстойным, значит, хадзіць у гольфах на такога роду канферэнцыі. Што ты думаеш пра гэта?
Слушай, к женщинам столько претензий, да, для меня, если человек не топлес там сидел, то это, в общем-то, уже ок. Это все-таки была достаточно неформальная конференция. Франок, к примеру, сидел в черной майке, и это никого не триггернуло. Артем Шрайбман в цветной, и тоже все было ок. Да, и почему гольфы вообще становятся проблемой, и почему никто... Ну, не никто, а часть людей посчитала, что достаточно посмотреть, а не послушать. Ну, для меня логичнее были бы все-таки претензии к тому, что спикер говорит. Но, конечно, обсуждать гольфы – это гораздо проще. Но на самом деле, все-таки кроме гомофобии и антисемитизма, у нас еще есть вот это отношение к женщине как к другу человека, да? И оно такое, оно тоже прет, оно немножко пещерное, оно сложно выводимое. Оно касается даже самых толковых и симпатичных людей. Я неделю назад посмотрела прекрасное и симпатичное интервью Юры Гурского осетинской. Жалко, что не белорусским, конечно, интервьюером, но как есть. Да, и вот это... Ну, человек – это совладелец компании «Фло», это прекрасный бизнес, это женское здоровье, это семейное планирование, это просветительская большая работа. Но вот это отношение к женщине как к человеку с гормонами, да, вот сейчас я знаю, значит, какой у нее там гормональный цикл, и я знаю про нее все. Ну, вы не знаете про нее по-прежнему ничего, да, там не про ее экспертность, не про ее амбиции, не про ее там чувство юмора, да, вы знаете только про гормоны. Ну, это как человек в юбке, да, вот был человек в юбке, сейчас человек с гормонами. Это немножко глубже, но все равно, да. Не знаю, для этого надо не иметь самому отношений с женщиной, как с человеком, с сестрой, с подругой, с мамой, с кем-то, с дочкой, вот, ну, с женщиной, как с человеком, как с ребенком, как с партнером, коллегой. Да, потому что гормоны все-таки не все определяют. Вот такое немножко оно... Хорошее отношение, такое немножко снисходительное, да, уже не как к домашнему животному, да, но еще не как к человеку, да. Люди, женщина тоже человек, даже если она в гольфах, колготках и так далее. И это тоже очень такая системная штука. Я помню еще в те времена, когда все журналисты, и сознательные, и несознательные, могли ходить в Дом правительства, вот в том крыле, которое правое, где депутаты, там было терпимо, а вот в левом были драконовские правила. Там в джинсах не пускали, к примеру, людей, даже если это просто синие бруки без отстрочки. Ну, просто не положено, да, и у девушек обязательно было брюки или колготки, если ты в юбке. Вот моя коллега, не скажу из какого издания, она летом имела, значит, наглость прийти туда в укороченных брюках по щиколотку. И говорит, меня не пустили. Я говорю, господи, что ж ты там уже могла натворить, да, приличный человек. Понимаешь, говорит, у меня вот под этими брюками не было чулок, колгот, носков. Я говорю, слушай, а как они об этом узнали, да? Ну вот как можно девушку, у которой штаны, брюки до щиколотки, да? Это просто телесные нам гольфы, носки, чулки могли бы на ней быть. Ну не было их там в босоножках, лето, жарко. Не положено. Не положено. Ну, то есть мы уже отошли от того, когда женщина там передник должна, к примеру, была носить, да? Хотя вот эта советская штука в школьной форме меня просто бесит и триггерит. Да, никакой нормальный человек ни в какой жизненной ситуации, кроме сексуальных игр, не использует передник, да? Ну зачем? Зачем девочку, молодую девушку одевать вот в это какую-то подобие горничной, да, которая ни о чем? Ну, ей-богу, даже на кухне уже многие люди отошли от этого. Просто есть домашняя одежда, в которой там, вполне комфортно и удобно готовить. Да? Нет, передник, кокошник и, значит, и чулки. Да? Чья-то больная фантазия. Ну, девушка в гольфах, для меня просто девушка в гольфах. Вообще, ну, вот, никак к этому не отношусь. Ну, не топлес, спасибо. І рэальна, тому што я разумею, калі б выступ быў там у еўрапарламенце, дзе-небудзь у ААН, дзе яўна ёсць нейкі дрэс-код, і людзі все па-дзелавому апранутыя, але тут такая абсолютна нефармальная сустрэча, то бок все вельмі палайту апранутыя, там і майкі, штаны, то бок такі лайфстайл. І ў гэтым сэнсе дзіўна, што менавіта гэта стала тэмай для ўсіх абмеркаванняў. Я б нават, напэўна, не задумалася пра гэта, калі б не прачытала каментары проста пад гэтым відэа, так? Таму што здаецца, што вось ты так глянуў, ну як бы глянуў і пайшоў далей, так? А как... Я там была, сидела в зале, и я тоже пошла смотреть на видео, потому что я совершенно не зацепилась за то, что она была там в гольфах или...
Причым я, напрыклад, я таксама стараюся адпавядаць, ну, сітуацыі, так? То бок я разумею, што калі выглядаць, ну, недарэчна нейкай сітуацыі, то, магчыма, гэта будзе адцягваць увагу і створыць нейкі дыскамфорт для цябе, для там гледача, суразмоўцы, яшчэ кагосьці. Але тут, ну, нечакана, так, теперь уже? Абсолютно молодежная, неформальная конференция и такой набор претензий. Ну, если бы она оделась в костюм а-ля Качанова, ей-богу, это было бы более странно и гораздо более неуместно. Але Лизе Прокопчик так само троху досталась, она пришла ў тренингах таких спортовых. Ну, это так само цяпер модна, як бы людзі так ходзяць па горадзе, іх гэта окей, але таксама трапіла пад гнеў гледачоў, якім гэта все ж таки не окей. Я сейчас буду прикрывать дырку на своей коленке, сейчас тоже так люди ходят, да, но, наверное, это неприлично, знаешь, в телевизор с дыркой на коленке. Скандал выбухнуў зараз вакол дзіцячага цэнтра «Скарбы нацыі» ў Менску. Скандал разгарэўся, калі адна з патэнцыйных настаўніц прапанавала сябе ў якасці настаўніцы, выкладчыцы, там, выхавацелькі ў гэты цэнтр, але яна была цалкам беларускамоўная, і ўласніца гэтага цэнтру адказала ёй, што так і так, у нас, значыць, толькі рускамоўныя праграмы, рускамоўныя заняткі, адпаведна, калі вы не гатовыя выкладаць па-расейску, перайсці на рускую мову ў межах працы, то, адпаведна, мы не гатовыя вас узяць. То бок адказала шчыра, як думала. Ну, але пасля настаўніца падзялілася гэтым адказам з супольнасцю. Ну, і ясна, што цэлы грамадскі скандал разгарэўся, таму што у нас беларускую мову прыціскаюць паўсюль, кожны першы, кожны ахвотны, і, канешне, калі тут цябе не гатовы працаўладкаваць, таму што ты беларускамоўны чалавек, і ў жыцці, як бы і працуеш з беларускай мовай, то ясна, што гэта выклікае агульнае вялікае грамадскае абурэнне, таму што на кожным кроку ты сутыкаешся з тым, што вось гэтае дзяржаўнае дзвюхмоўе вельмі умоўнае. Яно фактычна аднамоўе, панаванне расійскай мовы, засілля расійскай мовы проста паўсюль на ўсіх узроўнях. І тут вось зноў выбухнуў вось гэты канфлікт грамадскі. Что ты думаешь про его? Знаешь, есть win-win ситуации, да, когда обе стороны в плюсе. Да? Вот эта ситуация, когда обе стороны в минусе, с большой вероятностью проблемы у этого центра продолжатся, не связанные никак с языком обучения, просто они оказались в фокусе внимания, тут же выяснилось, что у них там не все программы согласованные в Минобре, ну и так далее. Да, ты в фокусе, и сейчас тебя быстро это самое. Я не думаю, что будет легко трудоустроиться этой девушке, потому что все-таки такой скандальный подход, да, когда меня не взяли, а я написал всем, что это вот потому, меня так ответили, мне это не понравилось, они нарушили. Ну, то есть конфликтного человека никто не хочет в коллектив брать. Команда, проект коммерческий, и заставить детей заниматься на том языке, на котором их родители не готовы платить, это тоже невозможно. Да? То есть вопрос в любом случае надо было решать в каком-то позитивном ключе. Да? Я могу там вести на русском, но дайте мне набрать группу на белорусском. Опять, если это преподаватель хоть с каким-то опытом, обычно за ним приходят и дети, и ученики. За многими репетиторами так, да, там преподавал в одной школе языковой, пришел в другую школу языковую, прямо уже с набором учеников. К конкретным людям в детские сады белорусскомовные возили детей со всего Минска, просто, ну, там все дети были, что называется, мы их всех знаем по фамилиям, а их родителей мы знаем в лицо. Потому что и это тоже вдохновляло, да, и дети другие, соседские, говорили, слушай, ну, пойду и я отдам в эту группу, потому что там такие дети приличные, там такая учительница классная. То есть, ну, без позитива ты не заставишь родителей заплатить за занятия дополнительные, если они не хотят, чтобы их ребенок, или, ну, не то, что не хотят, да, они хотят, чтобы ребенка готовили в школе на русском языке, потому что школа у него будет на русском языке. Может, они всей душой за белорусский, но это надо тогда предложить каким-то другим форматом. Насильно вы не сделаете ничего, вы не обяжете этого родителя отдать этого ребенка к такому учителю. Да? Если учитель говорит, слушайте, вот со мной там придет там, столько-то учеников, давайте я попутно сделаю вот такой продукт, он классный, у меня там есть свой Инстаграм, где есть суполка белорусскомовных родителей. Ну, без позитива это не сработает.
Можно заставить, вот, допустим, там, вы медиа, да, там, пишите про белорусскую культуру. Я сказал, пишите про белорусскую культуру. Почему вы пишете всякие желтые эти новости? Пишите про белорусскую культуру, все хотят про белорусскую культуру. Ребят, все отвечают, что все хотят про белорусскую культуру. Если обидеть белорусскую культуру, за нее там в комментах так наваляют, а читать про это все равно не хотят. А на желтое все равно кликают. Да? Мы ищем баланс. Сложно, дорого, довольно муторно, часто ошибаясь, злясь на себя и говоря, что так было нельзя делать. Но нет тут однозначно вот все, мы отныне делаем только про белорусскую культуру во всех медиа, и чтобы уже вам всем ее хватило. Да? Так не работает. Да? Все равно в этом надо что-то искать, с читателем надо работать. Если он к этому не готов, вот флаг ЛГБТ готов, не готов, гражданские партнерства готов, не готов, вот к этому готов, вот Шасковский даже идет там в колонии с ними, а вот на усыновление детей пока не готов. Ну, слона все равно едят по частям. Мы не можем в один день переступить из гомофобии в полное равенство, принятия, мир, дружбу и жвачку. Все равно это путь. Да, и его надо идти. Вот в этой ситуации все закончилось, в общем-то, достаточно печально. Для всех сторон все проиграли, никто не выиграл, только комментаторы порезвились и доказали, что все плохо. Ни белорусской мове, ни учителю, ни центру детскому никому лучше не стало. А я ведаю, што думаю, што праблема-то нашмат шырэйшая за гэты цэнтр, так? То бок тут, напрыклад, ну, мы даведаліся, так, вось прям шчыра табе адказалі, а іншыя цэнтры, напрыклад, все адкажуць, што ў нас проста няма магчымасці ўзяць новага чалавека, у нас няма месца. А рэальны адказ быў бы такі ж самы. І я проста пра тое, што праблема таго, што мала установаў з беларускай мовай навучання, яна настолькі глобальная, што вырашыць яе аднім днём ну, проста немагчыма. І праблема захаваецца, проста мы пра яе ведаць-то не будзем, што яна ёсць, таму што іншыя там, кіраўнікі установаў будуць адказваць, што вы нам не пасуеце. Ну, не абавязаны ж працадаўца тлумачыць, чаму ты не прайшоў там па нейкіх крытэрыях мы ўжо взяли чалавека у межах канкурэнцыі так, на гэтую пазіцыю. То бок заўжды ёсць выбар у працадаўцы. І тут пытанне, як ён табе адкажа. То бок гэтая кіраўніца цэнтра адказала, як думала, так? Да. Ну, і паплацілася. Іншыя адказалі б дакладна так, але будуць разумнейшыя, адкажуць, што ў нас проста няма месца, ці мы не можам вас зараз взяць, у нас няма бюджэту, так? То бок адгаворак можа быць маса, і праблему гэта не вырашыць. Вось гэта тое, што мяне заклапочвае найбольш. Такие вещи делаются только по любви. Ну, не получается. Государство не сможет или еще кто-то навязать. Только по взаимному согласию будет результат, не будет сопротивления и будет какая-то оптимальная конструкцию. Але акурат дзяржава б магла навязаць, я ўпэўнена на 100%, просто калі б гэта была адэкватная нармальная палітыка. У нас якая палітыка? Антыбеларуская у нас палітыка. То бок у нас вынішчэнне гэтай беларускай мовы са школы тотальна, ідзе з года ў год. Мы кожны год пішам, што стала яшчэ менш школ з беларускай мовай, яшчэ менш садкоў. Мы ўсе ведаем, што ў Беларусі няма ніводнага універсітэта з беларускай мовай навучання. То бок праблема глобальная, праблема не толькі не вырашаецца, праблема пагаршаецца. Прыходзяць вось гэтае новае пакаленне, зусім малыя дзеці, у якіх ужо няма бабуль у вёсках, так? У якіх ужо бабулі гарадскія, якія ўвогуле не сутыкаюцца з беларускай мовай у нейкім натуральным жывым асяроддзі, так? То бок толькі па падручніках, толькі раз-два на тыдзень, і добра, калі на выхадзе са школы яны хоць змогуць зразумець ці прачытаць штосьці, а не кажучы пра тое, каб умець гаварыць. Министерство образования тебе бы сейчас сказало, что оно тебя услышало и даже уже отреагировало. Оно же обязало с 1 сентября всех белорусских детей, всех детей, проживающих в Беларуси, учиться в белорусских школах. А зачем? Как раз для того, чтобы была история Беларуси, география Беларуси и все другие важные предметы, которые онлайн-школы не белорусские, а онлайн-школ белорусских нет, поэтому люди, которые хотели по каким-то причинам онлайн-обучения или домашнее обучение, они учились в российских школах, к примеру. Да, и все, ты не сможешь это сделать, пойдешь в школу и будешь учить географию Беларуси, да. Но мы тоже не понимаем, что это тоже не сработает, да, что люди вон уже уезжают из Беларуси, потому что как это так, меня заставляют идти в белорусскую школу, а я там гражданка России, просто живу в Беларуси и училась онлайн, допустим, в российской школе. Это зараз была гучная гісторыя з жыхаркай Чувашыі, якая в Беларусь прыехала, полюбіла Лукашэнку, упісалася ва ўсё, што робіць рэжым лукашэнкаўскі, але акурат ейныя дзеці былі на хатнім навучанні, яна сама, я так разумею, іх вучыла, і прыпісаныя яны былі да расійскай школы. І зараз, паколькі іх абавязалі ісці ў беларускую школу, паколькі яны жывуць на тэрыторыі Беларусі,
Беларуси, то яна збіраецца з Беларусі з'язджаць. А вы не пробовали тут все по любви порешать? Людям нужны разные формы школьного обучения. Это очевидно. И не должно быть требования каких-то особых обстоятельств, особых причин, если ты вдруг хочешь своего ребенка учить онлайн. Ну вот спортсмена можно учить онлайн, а просто потому, что тебе так хочется, да, может, ты там сама социофоб, или у тебя какая-то школьная травма, или просто тебе так удобно, да, ты себя чувствуешь Сухомлинским и Макаренко и хочешь своих детей воспитывать и учить сама. Ну, почему ты не имеешь на это право, при том, что он будет сдавать в школе аттестации? Ну, я уже молчу про то, что в любой стране есть частные школы, и они удовлетворяют спрос на вот эти формы более индивидуальные, да. Все. Но в Беларуси этого нет. Все будут ходить в одну советскую, кондовую, белорусскую школу. И попробуй шаг вправо, шаг влево, прыжок на месте. Все это будет считаться провокацией и дискредитацией нашего Минобра. Давайте еще за это уголовную ответственность внесем или колючей проволокой оградим, как у нас помогает уже с селянами, будет помогать с киношниками. И сейчас еще и в школах то же самое сделаем. Людям нужны разные форматы, людям нужен индивидуальный подход. Тем более, если это люди, дети. У них есть родители разного достатка. Кто-то хочет учиться на английском, кто-то хочет углубленное что-то изучать, кто-то творческий, кто-то спортивный. Это норм. Дети все разные, и дать им возможность учиться в разных форматах – это норм. Государство тоже на этом получает деньги, потому что образование, мы знаем, что во многих странах обеспечивает довольно большой приток денег в бюджет, потому что это очень высокодоходная деятельность. Але добра, што прынамсі Мінадукацыя, відаць, пасля крытыкі і жаху наконт таго, што дзеці старэйшыя за 7 гадоў перастануць прыязджаць у Беларусь, все ж таки выступила з заявай, што рашэнне пра тое, што беларускія дзеці павінны атрымліваць адукацыю ўнутры краіны, будуць тычыцца толькі тых, хто пражывае на тэрыторыі Беларусі. То бок это акурат быў месседж табе, у меня такое адчуванне. И на том спасибо. Воля, можно отправлять своих, там, не знаю, племянников в Беларусь, или что, да. Спасибо, мы пешком постоим, мы как-то пока тут. Да, но на самом деле все равно проблему не решает. И именно доступа к разным форматам образования. Люди хотят разного. Мы не хотим ходить в одинаковых рубашках, в одинаковых костюмах, в одинаковой обуви. Как мы можем учить детей одинаково? Мы поликлиники разные выбираем, и запрос у нас действительно может отличаться очень сильно. И оставить буквально несколько этих школ, в том числе одну для себя, для своих детей-чиновников, ну, это немножко не есть гуд, да, то есть мы опять возвращаемся к этому Советскому Союзу, где были школы, и были школы с углубленным изучением иностранного языка. Это все отличия, которые мы могли себе позволить. Спасибо за то, что хотя бы это позволили, это позволило выучить английский язык в школе. Ужо усе, здаецца, адсмяяліся з новага плаваючага фонтана ў Новагрудку. Але насамрэч тэма проста выйшла на міжнародны ўзровень, і цяпер ужо ў англамоўных крыніцах пачалі шэрыць гэтае відэа, як кіраўнік райвыканкама Новагрудскага адкрывае фонтан, націскае на такую агромную кнопку з пафасам, там стаяць дзеці з цяжкамі, махаюць дзяржаўнымі песні, пяюць. І карацей, да, цяпер угарае ўжо ўвесь інтэрнэт, англамоўныя каментарыі цяпер там з'яўляюцца. Усе рагочуць з таго, што ну вось гэта Беларусь, такая моцная Беларусь, новый Лас-Вегас. Слушай, это фантастический успех белорусской пропаганды, не знаю, вольный или невольный, но так прогреметь в белорусских медиа без репрессий, без жести, на чистом сплошном позитиве, я думаю, что это можно назвать феноменом Гайдукевича. Помнишь, когда вся повестка всех медиа вне страны переключилась, какие репрессии, какая Тихановская, забудьте. Да, в телеграм-канале Гайдукевича было опубликовано это, неизвестно чье, быстро удалено, значит, но... Як неведомо чье, было проведено расследование. Да, я хотела сказать, что тут же было проведено расследование, родинка на руке, значит, опрос бывших соседей, кто с ним в баню ходил и так далее. В общем, человек пожертвовал собой, можно сказать, для того, чтобы переключить внимание абсолютно всех на обсуждение вот такой неожиданной темы. Да? Так что феномен Гайдукевича. Да? Сделай какое-нибудь, что-нибудь странное и переключи внимание абсолютно всего мирового сообщества на то,
на что получится, да, на фонтан или вот. Это шикарно, это просто наше ноу-хау, да, и можно дальше продолжать всю ту жесть, которую ты делаешь, потому что все уже обсуждают, значит, достоинство Олега Сергеевича, или, значит, и он сам обсуждает, и отрицает, и соглашает. В общем, все заняты, да, все медиа просто, да, все расследовательские центры, все, значит, так и тут. Западные медиа, наконец-то Беларусь будет гуглиться как место шикарного фонтана. Как тебе такое Женевское озеро? Я, до речі, переклала некоторые коментары просто для разумения, якби, что пишут про нас трагедии у свете. Так. Яшчэ одна перамога для Беларусі. Калі б дэпрэсія была відэа, яна б выглядала так. 17 мільёнаў еўра засвоеныя. Калі ласка, ніколі не давайце ім прымаць алімпійскія гульні альбо еўрабачанне. Я думаю, што гэта Лас-Вегас. Гэта для ўсіх, хто кажа, мы хочам выйсці з еўразвязу. У вас вось такое чакае. КНДР 2.0. Вау, гэта реально фонтан? У маёй вёсцы на 15 000 чалавек лепшы фонтан за гэты. Кнопка большая за сам фонтан. Я бы тоже пошутила про кнопку и размеры достоинства районного. Олег Сергеевич, это не про ваше, это про районное. Але просто, что справа ж насамрэч не толькі ў гэтым фонтане, это ж просто регулярно адбываецца. У нас пандус с таким же пафосом открывается. Новый автобусный припынак таксама открывается. Вось дакладна гэтак сама. Это просто, что зараз чамусьці фонтан завірусіўся і он выйшаў на светны ўзровень. Але ў цэлым, это ж чисто беларуская, не знаю, насамрэч, мне дзіўна гэта все назіраць, потому что я разумею, боже, это нейкія абсолютно банальныя, нармальныя рэчы, яны павінны быць па змоўчанні зроблены без такого пафосу. Але у нас все робіцца з таким маштабам, размахам і ідэалагічным складнікам. Вось гэтыя сцяжкі, песні «Улыбайся, Беларусь» и так далее. Товарищи, пока алгоритмы TikTok нам доподлинно неизвестны, будьте аккуратнее с открытием пандусов, лестниц, новых дверей, городских туалетов, небольших фонтанов и так далее. Это может завируситься, и весь мир будет наблюдать за масштабами вашего величия. Дякую, Воля. Дякую, сябры, што былі з намі. Подписывайтеся на канал ТОК, каб не пропусціць новыя гутаркі. Мы выходзім па нядзелях. Нагадваю, што наш праект можна падтрымаць рублём. Мы будзем вам за гэта вельмі удзячныя. Гэта сапраўды важна. Можна нас падтрымаць праз Buy.me, перайшоўшы па QR-кодзе, які вы бачыце на экране, альбо па спасылцы ў апісанні пад гэтым відэа. Таксама можна падтрымаць праз PayPal, альбо нават криптой. Даступныя вельмі розныя варыянты. Пішыце нам каментары пад гэтым відэа, каб мы разумелі, што вы пра ўсё гэта думаеце, і дзякую вам вялікія, што вы з намі.